Йога в широком смысле слова означает совокупность различных духовных, психических и физических практик, нацеленных на достижение возвышенного духовного и психического состояния. Основные направления йоги – это раджа-йога, карма-йога, джнана-йога, бхакти-йога и хатха-йога. Последняя более известна в современном мире. Именно по ней в минувшие выходные в Сибае прошел мастер-класс, организованный преподавателем из Уфы Прохором Батуниным. Стопу в другую сторону. Скрываем колено. Сам Прохор – психолог, музыкант, поэт, философ, лектор, а по образованию журналист. Йога давно является неотъемлемой частью его жизни, так же, как и путешествия. Увлечение ею как раз и началось с поездки за границу. Как-то давным-давно, мне было 3 или 4 года, я помню, как мы с мамой и с ее подругой, и с ее сынишкой шли, это было в Анапе, и я прошел босиком по стеклу, нечаянно, я даже не заметил, но просто там. И они надо мной начали прикалываться, что типа вот йог там. И мне почему-то этот эпизод в жизни так засел. Потом еще через какое-то время, книжки какие-то такие мне попадались иногда, лет в 12-13. Сами начали попадаться как бы. Ну, я немного странно эту культуру считал. Не очень понятно как-то, индийская, что-то такое. С течением времени просто я начал психологией увлекаться, и там очень много из йоги было. То есть как вот ум гармонизировать, успокоить, там, медитации какие-то такие. Мне было все это интересно. И потом впоследствии я уже начал физической йогой заниматься. Мастер-класс по хатха-йоге проходил в течение 2 дней. Его участники под руководством Прохора Батунина выполняли различные упражнения, направленные на улучшение физического состояния и достижение духовного умиротворения. То есть не нужно себя ломать, очень мягко, аккуратно. Более 15 человек пришли на занятия по хатха-йоге. Первоначально усталость и вялость после мастер-класса сменились бодростью и хорошим настроением. Тренер Прохор Батунин в Сибае был впервые, и приветливость сибайцев его приятно удивила. Люди, занимающиеся йогой, с особым вниманием относятся и к тому, что они едят. Большинство из них вегетарианцы, и Прохор в их числе. Он отмечает, что отказ от местных блюд во многом помогает ему вести активный и позитивный образ жизни. Сибайцы остались довольны проведенным мастер-классом и хотели бы, чтобы подобные мероприятия в нашем городе проходили чаще. Я почувствовала свое тело, его возможности, почувствовала, какие мышцы у меня, оказывается, еще имеются, но находится в таком зачаточном состоянии. Занимаюсь сама танцами, танцы провожу. Называется у меня группа «Цветок жизни», то есть мы там с девушками занимаемся. Это можно даже сказать как йога, но йога-танцы. Вот, поэтому такое у нас переплетение, особенно когда он пел мантры на гитаре, и немножко танцевала наши танцы. Вот мне вот этот момент вообще понравился, под живую музыку танцевать свои эти танцы. Это была не только такая, как говорится, гимнастика, но и в то же время духовная работа. Мы поработали, помедитировали, релакс был, и немножко так оторвались от реальности, отдохнули, и сейчас уже можно идти спокойно и работать. Кто занимается домашним отдыхом, кто работает, и йога реально помогает в жизни, поэтому у кого есть возможность, нужно заниматься, можно самостоятельно, а можно идти уже в студии, где преподают йогу. Данил Алибаев, Радмир Исянголов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.